Тем временем в Национальном музее Коми открылась выставка к 150-летию земской почты в Усть-Сысольске. Первые марки, письма конца 19 века, редкие фотографии почтальонов и ямщиков, парадные костюмы и даже револьвер. Анастасия Тюрнина о самых примечательных экспонатах. На этом письме конца 19 века первая земская марка. Она была напечатана на желтой бумаге, изображался на ней, как и на гербе города, медведь. Коми-писатель Михаил Лебедев пишет на открытке о завершении своего произведения товарищу из Нёгдина Матвею Савельеву. Открытое письмо шло с маркой двухкопеечной, на которой изображен вот именно медведь, и написано «Усть-Сысольская земская почта». А так, если посмотреть, то это письмо интересно и своим содержанием, потому что Михаил Лебедев делится, вот, видимо, с товарищем, этим Савельевым Матвеем, о том, что вот его произведение он уже окончил. А эта гигантская сумка почтальона тоже начала 19 века. Она из воловьей кожи. По словам сотрудников музея, поднять ее непросто. Именно такими сумками пользовались почтальоны. И сразу видно, что не один почтальон носил эту сумку, а, возможно, с другим или с его помощником в дороге, с ямщиком. История почты в Усть-Сысольске началась в 1830 году, когда в городе открылась первая почтовая контора. Губернская почта доставлялась на лошадях лишь до уездного Усть-Сысольска, а оттуда ее отправляли по деревням и селам. И только в 1872 году Усть-Сысольская земская управа, местный орган управления, организовала свой почтовый отдел. Это здание местной земской управы. Именно земство сыграло большую роль в открытии первой почты в Усть-Сысольске. Она находилась чуть далее, на перекрестке улиц Спасской и Покровской. Сейчас это перекресток улиц Советской и Орджоникидзе. А тогда 4 работавших рассыльных развозили корреспонденцию по крупным селам. Дальше письма и посылки расходились по окрестностям и деревням. Работа почтальона была опасной, поэтому у них всегда с собой были кинжал и револьвер. А таким утюгом сушили мокрые письма. Амбарные напольные весы «Шперлинг» – тоже редкий экспонат. Его изготавливали в Польше и использовали на почтах России. Эти в свое время покрасили масляной краской. Сотрудники музея намерены отреставрировать раритет. Выставка будет интересна всем, кто интересуется историей Усть-Сысольска. И кто собирает марки. Кстати, наши ценятся по всему миру, потому как их осталось очень мало. Анастасия Тюрнина, Олег Жуковский, телеканал «Юрган».